Семья Хетсия не может отойти от пережитого этим утром. Пожар произошел около 6 часов утра. Причиной возгорания предварительно стало короткое замыкание электропроводки. Справиться с огнем своими усилиями семье не удалось. Пятиэтажный деревянный дом, стены которого были утеплены стекловатой, вспыхнул практически мгновенно. Как рассказывает хозяин дома Хухут Хетсия, в момент пожара в доме их было 4. Внук Игорь, увидев возгорание, разбудил всех, и они выбежали на улицу. Люди попытались разбить окно и вытащить какие-то ценные вещи, но из-за пламени и едкого дыма им этого не удалось сделать. Возгорание произошло в зале. Видимо, я проснулся от дыма, от звука огня. Проснулся, в доме уже стоял дым черный. Я вскочил, начал кричать. Мы выбежали, начали ломать окна, чтобы дым выходил. Пытались еще потушить, но ничего не помогло. Прибывшие пожарные успели ликвидировать очаг возгорания, который мог перекинуться и на сарай. Вследствие пожара у домовладельцев сгорели все документы, ценные вещи и бытовая техника. Люди остались не только без крова, но и без одежды. Хозяин дома, 85-летний пенсионер Хухут Хетсия, работает сторожем в ветеринарной лаборатории, находящейся неподалеку от дома. В Отечественной войне народа Абхазии его сын Батал Хетсия погиб при освобождении села Ахалдаба. В течение 10 минут вот это все выгорело. Здесь так быстро распространено. Деревянный дом, много раз он покрашенный. Все, значит, это как спичка, она вспыхнула. Они ничего не смогли, ни документы, ничего, там все осталось. И еще до спасения, что у него документы на обмен, абхазский паспорт и российский на обмен. Сегодня вот позвонили, что абхазский готовый, он сейчас придет и заберет. Все, остальные ни пенсионные, ничего, ни деньги, ничего, короче говоря, все у него там осталось. Администрация Сухумского района обещала посильную поддержку семье пропитанием и одеждой. Погорельцы выражают надежду, что правительство страны окажет помощь в восстановлении дома. Саиджи Арсалия, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.